Анатолий Бибилов наградил ряд сотрудников силовых структур медалями «Защитнику Отечества». Глава государства отметил значимость астинского триколора. Именно перед ним давали клятву солдаты, уходящие на войну. В самые трудные для Осетии времена бойцы всегда были верны клятве, которую давали, стоя на коленях перед флагом, переносить все тяготы и с гордостью преодолевать любые преграды. Все тяготы и лишения военной службы. Эти тяготы и лишения, они, конечно же, присутствуют, но в то же самое время руководство республики будет все делать для того, чтобы вот эти тяжелые условия службы как-то смягчать, как-то помогать личному составу, который несет службу и на границах, которые несут службу и внутри территории Республики Южная Осетия по поддержанию общественного порядка. Конечно, мы будем делать для того, чтобы все делать для того, чтобы ваша служба, она в какой-то степени не то что облегчалась, но условия службы, чтобы улучшались. Медали и ордена всегда были знаком гордости для тех, кто их получал. Особую значимость они имеют для военнослужащих, для тех, кто не понаслышке знает, что такое война. Среди них и командир отряда милиции особого назначения Игорь Плиев. Он награжден орденом дружбы. Всех поздравляю с Днем Государственного флага Республики Южная Осетия. Уверен и убежден, что каждый из вас, каждый из нас будет все делать, чтобы мы все, осетины, гордились нашим флагом. Флагом государственным, флагом боевым, флагом, который для нас является и символом государственности, и символом мужества, и символом изобилия, и символом крепости духа. Президент отметил, это заслуженные награды. Благодаря этим бойцам и сотням таких же защитников Родины, завтра, 20 сентября, мы отмечаем один из значимых праздников – День провозглашения Республики. Регина Чирткоева, Алим Бетеев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.